Российский комментатор Уткин с иронией отнесся к предстоящей игре Таджикистан-Россия. Генпрокуратура Республики Таджикистан раскрыла подробности дела против журналиста Абдулло Гурбати. Узбекистан и Киргизия подписали соглашение по спорному водохранилищу. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен во время протестной акции. 17 ноября национальная сборная Таджикистана по футболу на своем поле в Душанбе сыграет со сборной России. Предстоящая игра широко анонсируется в Таджикистане, особенно в Федерации футбола страны. В то же время не обошлось и пресловутой ложкой дегтя, которую умудрился в подобающей ему манере преподнести известный российский спортивный комментатор Василий Уткин. Как пишет портал dni.ru, сборную Российской Федерации по футболу в ближайшее время ждут игры в Таджикистане и Узбекистане. Василий Уткин уже прокомментировал ближайшие спортивные события, высказавшись о них не без иронии. Комментатор заметил, что российским футболистам нужно экономить воду. Других угроз эксперт для них в этих встречах не видит, вероятно считая, что у соперников по товарищеским матчам уровень не соответствует российской команде. В связи с этим Василий Уткин дополнил, что у футболистов из Средней Азии появится шанс одержать победу лишь в том случае, если они оседлают лошадей и вооружатся саблями. Упоминание о необходимости экономить воду комментатор напомнил о проблемах, имеющихся в Таджикистане и Узбекистане. В этих странах почти половина населения не имеет доступа к водным ресурсам. Вообще, Василий Уткин известен своими скандальными заявлениями и никогда не скрывает свою неприязнь к народам Центральной Азии. В 2018 году, во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России, он оскорбил арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова, судившего матч Аргентина-Хорватия. Генпрокуратура Таджикистана 3 ноября этого года впервые озвучила подробности уголовного дела против журналиста Абдулло Гурбати. В своем подробном отчете, вплоть до марки телефона, с которого Абдулло выходил в соцсети, опубликованном на сайте ведомства, Генпрокуратура утверждает, что он в течение 2021-2022 годов открыто или скрытно сделал несколько публикаций в Facebook, в которых очернял политику государства и правительства. В качестве примера Генпрокуратура приводит пост Гурбати, где он критикует облавы. В качестве доказательства обвинения Гурбати в сотрудничестве с запрещенными организациями Генпрокуратура приводит то, что журналист был подписан на YouTube-канале новостного портала Ажда ТВ. Гурбати для осуществления своей экстремистской деятельности, якобы занимаясь журналистикой и проблемами общества, 13 ноября 2019 года подписался на канал Ажда ТВ в YouTube и использовал их материалы в своих программах, говорится в сообщении. Генпрокуратура утверждает, что Ажда ТВ связан с партией Исламского Возрождения. Генпрокуратура также прокомментировала обвинение Гурбати в избиении представителя власти. По версии Генпрокуратуры, Гурбати избил майора милиции. Почему Гурбати так поступил, в сообщении не говорится. Абдулло Гурбати был арестован сразу после инцидента с майором в тот же вечер 15 июня, а 4 октября 2022 года суд района Шох-Мансур на закрытом судебном процессе в здании СИЗО без присутствия представителей общественности и журналистов приговорил его к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. Мы не знаем, что говорилось на суде, с какими аргументами выступал адвокат и какие показания дал Гурбати. СМИ известно лишь, что он не признал себя виновным ни по одной из статей. В Бишкеке 3 ноября министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана подписали соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского, в Кыргызстане его называют Кембер-Аббасским водохранилищем. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИДа. Делегация, возглавляемая Владимиром Норовым со стороны Республики Узбекистан и Женбеком Кулебаевым со стороны Кыргызской Республики, провели очередной раунд политических консультаций. Обсудив актуальные вопросы узбекско-кыргызского сотрудничества, они подписали, кроме вышеупомянутого, еще ряд документов.
В кыргызском МИДе отметили, что переговоры были весьма насыщенные и плодотворные. По многим из обсуждающихся вопросов пришли к взаимному пониманию, достигли договоренности с учетом интересов обеих сторон. По некоторым вопросам наметили дальнейшие пути решения. Затем Владимир Норова принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. На встрече, в частности, отмечалось, что соглашение по границе между Кыргызстаном и Узбекистаном отвечает интересам обеих стран. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в Пакистане во время протестной акции. Неизвестный обстрелял марш протеста партии «Движение за справедливость» в Азербайджане, возглавляемой Имран Ханом. Господин Хан получил ранение в ногу, полиция задержала нападавшего, передает Reuters. Сообщается, что его колонна подверглась нападению на востоке страны, в Азербайджане, почти 200 километрах от столицы. Несколько человек из его охраны были ранены во время нападения. По словам его помощников, это была явная попытка убийства. Это было явное покушение. Хан был ранен, но его состояние стабильное, сказал агентству Reuters Фавад Чаудри, представитель партии Хана. Если бы стрелку там не остановили люди, все руководство партии было бы уничтожено. Полиция пока не комментирует нападение. Между тем, в видеообращении Асад Умар, один из главных помощников бывшего премьер-министра, сказал, что Хан считает, что за нападением стоят премьер-министр Шахбаз Шариф, министр внутренних дел Рана Сануала и сотрудники разведки генерал-майор Фейсал Насир. Умар не представил никаких доказательств в поддержку обвинения.